Сергей Антонов. Он представитель движения за независимость Республики Удмуртия. Сейчас у нас пока людей в эфире нету, но я думаю, они посмотрят потом в записи. И, наверное, мы, потихоньку, чтобы не тянуть время, начнем, потому что вопросов много. Сергей, расскажите, пожалуйста, немножко о себе и о том, как вы вообще пришли к теме независимости Удмуртии Республики. Я хотел немножко поправить вас. Я сейчас, в принципе, выступаю в первую очередь как член инициативной группы по созыву Конституционного собрания Удмуртской Республики. Что обо мне рассказать я могу? Самое главное, я родился в городе Глазов Удмуртской Республики. Потом переехал в Ижевск и всю жизнь свою до 22 года прожил в Удмуртии. Это моя родина. И в 22 году, в сентябре, мне пришлось уехать. И теперь сейчас я нахожусь в Испании. И уехал я по причинам именно связанным с войной и с тем, что уже не мог находиться в тех условиях, когда диктатура уже просто перешла все границы и начала преследовать ни в чем не повинных людей. Когда я жил в Удмуртии, я закончил Удмуртский государственный университет по специальности юриспруденция, работал в органах власти, был консультантом правового управления аппарата Госсовета, потом консультантом правового управления и секретарем комиссии по вопросам помилования в администрации президента и правительства Удмуртской Республики. Избирался депутатом Государственного совета Удмуртии самовыдвижением по одномандатному округу. И потом работал в качестве политтехнолога, занимался общественной деятельностью. Последние годы, это начало 20-х годов, я находился в жесткой оппозиции, помогал кандидатам от КПРФ, которые в 2021 году, например, в Пермском крае я возглавлял избирательную кампанию, и я предложил в качестве руководителя кампании лозунг избирательной кампании «Голосуй за КПРФ, мы против Единой России». И мы в 2 раза сделали выше результат пермского КПРФ. То есть, если, например, в законодательном собрании раньше было 2 депутата, сейчас там 5 депутатов. И в том числе были избраны люди, которые после начала СВО заявили о своей позиции из числа депутатов коммунистов и покинули Российскую Федерацию. В 2022 году это была последняя моя избирательная кампания в России. Я также помогал кандидату от КПРФ, и мы показали лучший результат по всей России среди оппозиционных кандидатов. То есть я использовал эти выборы для того, чтобы максимально нанести ущерб этому государству и показать народу Удмуртии всю ущербность и всю несправедливость этой власти. И надо сказать, что даже будучи депутатом, хотя я был депутатом до декабря 2007 года, впоследствии работая на политических кампаниях, до начала СВО у меня не было такого четкого понимания, что Удмуртии нужна независимость. Это понимание зрело. Например, во всех избирательных кампаниях мы говорили о том, что у Удмуртии забирают большую часть наших доходов. Если первые, наши вот эти тезисы, они основывались где-то на 67%, на 70%, что 67% доходов Удмуртии забирает Москва, то в 2022 году, в 2023-2024 эта цифра выросла до 77%, до 78%. Если мы
раньше могли как-то хотя бы влиять на удмуртскую политику, когда у нас был глава Удмурт, глава республики, к которому можно было подойти, поговорить, какие-то проблемы поднять. Он также беспокоился за Удмуртию по поводу вот этого несправедливого перераспределения налогов. То в 2017 году его просто с пакетом на голове увезли в Москву и прислали нам москвича в качестве руководителя республики. И с апреля 2017 года у нас назначенец Путина, москвич, который до нас, до того, как он приехал в Удмуртию, не имел ни малейшего опыта вообще в управлении, не имел ни малейшего представления о республике, и думал, что он просто вот приехал каким-то аборигеном в какую-то глушь, в Тимур-Таракань, и вот он сейчас чуть-чуть тут помучается и уедет на повышение. То есть он даже не перевез семью, он с высокомерием относился к нам, жителям Удмуртии. Он привез всю московскую команду, всяких мальчиков, девочек, которых назначил руководителями. И это стало еще одним таким мощным звоночком. Что-то не так. То есть жители Удмуртии просто лишены были вот в тот момент. Это был новый этап, когда мы были полностью лишены любой самостоятельности. То есть мы вообще не могли ничего решить на своей земле. Абсолютно. И, наверное, вот февраль 22 года и вот то, как стали развиваться события, сколько наших земляков просто были вынуждены от безденежья, от беспросветности своего существования, от безнадеги идти убивать за деньги, вот это все как бы уже переполнило вот эту чашу терпения. И я лично, например, стал четко понимать, что только отделение от России, только отделение от Москвы поможет нам, жителям Удмуртии, получить хоть какие-то перспективы дальнейшего развития, нормальной жизни для наших детей и вообще нормальной жизни республики. В июне 2023 года мы с коллегами из Удмуртии создали движение «Свободная Удмуртия». И мы пытались, ну то есть основной наш вид нашей деятельности это было донесение до жителей Удмуртии необходимости, во-первых, выступать против войны, выступать против диктатуры и необходимость переосмыслить вот эту нашу колониальную зависимость. А надо ли нам это вообще так быть придатком Москвы, ресурсным? И ресурсы здесь не только то, что у нас нефть там вся она принадлежит Москве, не то, что наши предприятия все принадлежат Москве, а в первую очередь людским ресурсом для Москвы, потому что Москва вытягивает все соки. На 194 тысячи человек за время правления Путина уменьшилось население Удмуртии. Каждый год сейчас у нас идет уменьшение на 7 тысяч человек. И одна треть, то есть 33% выпускников Удмуртии хотят уехать из республики. Потому что они не видят никаких перспектив. Но у нас забирают сейчас 77% всех наших доходов. То есть это как вот любому нормальному человеку скажи, я у тебя буду забирать почти 80% твоей зарплаты, буду говорить тебе, что делать, ты будешь мне прислуживать, и я вселяюсь в твою квартиру, а ты будешь жить там, я не знаю, в туалете. То есть ни один нормальный человек не пойдет на такие условия. А Удмуртия, как и многие другие регионы, почти все остальные регионы Российской Федерации, она вынуждена жить в таких условиях. И мы именно делая ставку на политические, социально-экономические аспекты, пытаемся доносить до жителей Удмуртии, что независимость это лучше, это наш путь к спасению. И как бы логическим таким продолжением вот этой нашей работы в освободительном движении «Свободная Удмуртия» стала идея
проведения первых свободных выборов. Мы пришли к выводу, что надо переходить от слов к делу, что надо уже институционализировать нашу работу, надо получать легитимность, надо выходить на международный уровень, и надо создавать представительный орган народов Удмуртской Республики. Надо создавать платформу для подготовки демократического транзита от диктатуры, от империи к независимости, свободе и демократии. И таким вот шагом, первый шаг на этом пути, это проведение Конституционного собрания Удмуртской Республики, которое мы запланировали на 5 июля. И, конечно, главная задача на этот год – это 20 сентября провести первые свободные выборы и сформировать Совет представителей народов Удмуртской Республики. Эта дата для нас, она принципиальная, потому что 20 сентября 2026 года будет 36-я годовщина со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Удмуртской Республики. В 1990 году Верховный Совет Удмуртской автономной Советской Социалистической Республики принял Декларацию о государственном суверенитете, где объявил Удмуртию независимым государством и провозгласил суверенитет. Позже эта декларация была растоптана, и сегодня мы с созданием вот этого органа, проведением выборов именно 20 сентября, это для нас имеет очень большое символическое значение. Мы хотим вернуться к той идее суверенитета, потому что, на наш взгляд, это единственный вариант для того, чтобы Удмуртия вообще выжила и имела перспективы для развития. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о созыве Конституционного собрания. Как это будет выглядеть технически? И какой сейчас процент жителей Удмуртии действительно вовлечен в этот процесс голосования, и вообще проявляет интерес к этому? Значит, Конституционное собрание Удмуртской Республики будет проходить онлайн. К нему приглашаются все жители Удмуртии, все выходцы из Удмуртии, все, кто имеет удмуртские корни, и все, кто идентифицирует себя, относится к удмуртскому этносу. Но при условии, что эти люди поддерживают идею независимости, эти люди поддерживают права человека, поддерживают право Украины, то есть осуждают эту преступную войну и поддерживают право Украины отстаивать свою независимость. То есть мы сознательно делаем такой фильтр, потому что, наверное, было бы смешно, если бы в первое демократическое правительство ФРГ пригласили нацистов, гестаповцев и так далее, да. И если люди поддерживают путинский режим, поддерживают войну, выступают против Украины, то, наверное, им стоит участвовать в выборах в Госдуму и заниматься поддержкой путинского режима. Мы в этой части ставим перед собой цель объединить все здоровые силы гражданского общества Удмуртии. Поэтому наши двери открыты для всех, кто разделяет вот эти ценности, кто хочет быть частью свободного мира. У нас есть инициативная группа по созыву Конституционного собрания, которая выступила, инициатором его проведения. Туда входит сейчас 6 человек. Это я, это Николай Суворов, оппозиционный политик, один из глав местного самоуправления в Удмуртии, который выступил еще в начале десятых против путинской власти. То есть это был такой вопиющий случай, когда действующий глава муниципального образования выступил против. Он сегодня отстаивает идею независимости. Это Артем Медведев, бизнесмен, предприниматель, который является удмуртским национальным активистом, который выделяет средства на поддержку
удмуртской культуры, удмуртского языка, ну, по мере возможности, естественно. Это Юрий Гладыш, журналист, человек, ну, чья фамилия достаточно известна в журналистских кругах Удмуртии. Наш старший товарищ, который достаточно придерживается таких радикальных взглядов. Это Александр Сабатаров, антивоенный политический активист, который еще давным-давно выступал, ну, участвовал во всех протестных акциях, которые проходили в Удмуртии. Но сейчас он тоже находится в изгнании. Плюс к нам сейчас уже присоединяются люди из других. И я забыл еще сказать, это, конечно, Вячеслав Григорьев, глазовчанин, который сейчас проживает в Австралии, антивоенный активист, президент антивоенной организации россиян в Австралии. То есть вот это 6 человек. И сейчас к нам присоединяются люди со всего мира. Это выходцы из Удмуртии. У кого-то, кто-то проживал в Удмуртии, как я, например, или как все перечисленные, да, наши члены. Кто-то имеет удмуртскую национальность, кто-то русский, как я русский, например. Кто-то имеет удмуртские корни, но, допустим, никогда не жил в Удмуртии. Но он болеет душой за Удмуртию и хочет, чтобы Удмуртия цвела, развивалась как независимое государство. И мы в этом плане мы хотим объединить все здоровые силы удмуртского общества. Причем удмуртского я тут говорю, как мы говорим об Удмуртии и об удмуртском гражданском обществе, мы говорим как о политической нации Удмуртии. То есть мы не делим людей по национальности. Ну, например, я русский, у меня жена башкирка. Мой папа русский, его брат женился на удмуртке. И мои двоюродные брат и сестра, они удмурты. И разделить нас по национальности это невозможно. И наша задача не расовая сегрегация, а сделать так, чтобы все жители, все люди, кто живет в Удмуртии, чтобы они жили богато, чтобы они жили счастливо, чтобы они имели права, и чтобы они не участвовали в войнах, которые развязывает Москва, вне зависимости от той национальности, к которой они принадлежат. У нас сейчас мы проводим вот эту всю работу под эгидой Удмуртия Рикошаяр, то есть Удмуртия свободная страна. И это общественная кампания, к которой присоединяются люди. Кто-то, то есть я лично, например, там больше сотни контактов имею с выходцами из Удмуртии, с людьми, которые живут в Удмуртии, но они не могут публично, например, выступить. Потому что, если я, например, сегодня иностранный агент, экстремист, в списке экстремистов-террористов, в федеральном розыске, против меня возбуждено уголовное дело по участию в террористическом сообществе. Артем Медведев тоже иностранный агент, уголовное дело. То есть мы уже выбрали свой путь, мы идем по этому пути, и нас не остановить. Но очень много людей, они находятся в зависимом положении. То есть у них либо есть родственники, а это заложники путинского режима, либо есть какие-то другие обстоятельства, которые мешают выразить свою позицию открыто по независимости, по диктатуре и так далее, по войне. И у нас сегодня где-то, мы так вот считаем, около 5000 контактов. И большинство из этих людей, они положительно относятся к идее независимости. Наверное, только единичные случаи, когда люди выступали против. И для меня, например, это очень показательно. Но я понимаю, что мы сейчас на данном этапе развития, мы не можем сейчас говорить о том, что вот смотрите, вот 1000 людей у нас стоят.
Ну, потому что тогда мы этих людей просто посадим в тюрьму. А у нас есть сегодня коллеги, которые сидят в тюрьме. Это и Андрей Дигарев, глазовский бывший депутат городской думы. И он подвергался пыткам. В ФСБ при допросе ему вкалывали наркотики. И ему 63 года, если я не ошибаюсь. И он отбывает наказание в пыточных условиях. Есть Дмитрий Талантов. Это бывший президент адвокатской палаты Удмуртии, который 20 лет возглавлял адвокатскую палату. Его посадили за антивоенную позицию. Ему тоже уже за 60. И мы не хотим, чтобы наша активность стала поводом для того, чтобы новые люди пострадали. Но в то же время мы ставим перед собой задачу объединить лидеров удмуртского гражданского общества. То есть тех людей, кто сегодня на себя берет ответственность говорить от имени общества и добиваться вот этих целей. Независимость, свобода, переход от диктатуры и империи к свободе и демократии. И это одна из наших самых главных задач на этот год. И Совет представителей народов Удмуртской республики, он призван объединить вот этих лидеров. Тех людей, кто не то что не боится. Я знаю многих людей в Удмуртии, кто не боится. И они сегодня говорят даже, да. И я очень сильно за них переживаю, что в любой момент их могут арестовать. Но мы хотим объединить тех людей, кто имеет роскошь просто говорить то, что думает. И не может в себе это держать. Поэтому в Конституционном собрании у нас будут участники, как те, кто может открыто выступить по тем вот мотивам, которые я сказал. И будут те, кто по каким-то причинам сегодня не смогут открыто заявить о своей позиции, но они нас поддерживают. Есть несколько таких вот категорий. И наша задача всем предоставить возможность вот выполнить свой гражданский долг. Это будет первая часть, значит, вот этого пути, который мы в этом году хотим пройти. Спасибо большое. Следующий вопрос. Как вы относитесь к проекту Идель-Урал и объединению в мощный экономический союз следующих республик? Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий-Эл, Чувашия, Мордовия и выходу через Кувандыкский коридор к Казахстану и, соответственно, всему миру. Ну, это мы сейчас про экономику говорим. Угу. Смотрите, эта идея, она отличная. И наши республики действительно много объединяет. Татарстан, Башкортостан – это наши ближайшие соседи. Это родственные нам народы. И нас связывают многовековые традиции дружбы, сотрудничества. Все остальные республики это тоже территории, которые нам очень близки, и это родственные нам территории. Вопрос только в том, что я не хочу объединения ради объединения. То есть, ну, это моя личная точка зрения. Самое главное, я считаю, на данном этапе, нам обрести субъектность. То есть, чтобы Удмуртия стала независимой, чтобы Марий-Эл стала независимой, Чувашия, значит, Башкортостан, Татарстан, чтобы все мы стали субъектами международного права. Это необходимое условие. И после этого я двумя руками за то, чтобы мы объединились вот в некий союз, например, Идель-Урал, потому что, и это, кстати, одна из главных задач Совета представителей народов Удмуртской республики, через наши контакты вот с представителями этих республик показать, что мы не будем обносить республику по периметру колючей проволокой, устанавливать пограничные посты, и что люди, например, проживающие на территории Татарстана, не смогут съездить к своим родственникам, проживающим на территории Удмуртии. А у нас, если смотреть географию, у нас, например,
Татарский город Агрыз, он прям вписан, ну, то есть входит как бы как анклав в территорию Удмуртской республики. И вот этот союз, он нам поможет создать и единое паспортное пространство, единое политическое пространство в плане в том, что демократические режимы политические, они не воюют между собой. Единый таможенный союз, единое культурное дипломатическое пространство. То есть для меня в этом плане является примером это Европейский Союз, где ты не понимаешь, в какой ты стране, потому что границы нет. Где ты едешь на машине, ничего не поменялось, а ты уже находишься в другой стране. И примерно, мне кажется, что мы должны с коллегами из вот этих республик двигаться в этом направлении. Для того, чтобы люди наших республик, наших стран, чтобы они не почувствовали минусов каких-то отделения, а видели только плюсы, возможности. И я убежден, что этих плюсов и возможностей в сотни раз больше, чем минусов. Спасибо большое. И следующий вопрос. Хотел у вас узнать. В наших всех республиках, ну, что в Бурятии, что в Удмуртии, что в Татарстане. Нет, хотя, наверное, Татарстан, может быть, и нет, но в большинстве подавляющем республик, согласно переписи, относительно малое количество коренного населения. И как будет реализовано право коренного населения удмуртов на развитие своего языка, изучение истории, потому что это же войдет в противоречие с русской историографией о якобы добровольном вхождении республик. Угу. Безусловно, мы должны пересмотреть те нарративы, которые сегодня у нас идут от Москвы, идут еще из Советского Союза. Да, мы не собираемся заниматься расовой сегрегацией, мы не собираемся делить людей по национальному признаку, но мы должны знать свою историю. Мы должны четко понимать природу наших отношений, и мы должны из тех негативных моментов, которые были в нашей истории, сделать правильные выводы, признать, значит, допустим, какие-то негативные моменты и, может быть, принести извинения за то, что было в нашей истории, создать какие-то, я не знаю, символы, музеи, памятники, которые бы нам напоминали об этих, может быть, черных страницах нашей истории. И мы должны смотреть вперед и думать о том, как сохранить наше культурное наследие. Если мы говорим про Удмуртию, то это обязательно, я считаю, удмуртский язык должен быть государственным языком. Ну, это моя личная точка зрения, и мы с коллегами вот это в том числе будем обсуждать, значит, в ходе работы вот этого Совета представителей народов Удмуртской республики. Мое личное мнение, что должно быть как минимум два государственных языка, русский и удмуртский, и признаваться языки других народов, например, татарский, башкирский и так далее. Я лично выступаю за то, чтобы все государственные муниципальные служащие в обязательном порядке знали удмуртский язык, потому что у нас сегодня, хотя по переписи населения происходят странные вещи, у нас удмуртов уже по переписи последней 2020 года 20%, хотя в 2002 году их было 30%. А по таким общим данным это 30 с небольшим процентов. Но, к сожалению, люди уезжают и уже называют себя русскими. И в том числе это стало следствием вот этой политики, которая проводилась последние десятилетия. Ну, многие десятилетия, не последние, многие десятилетия. И наша задача сделать так, чтобы удмуртский язык был государственным,
Это мое личное мнение пока, да. И я надеюсь, что коллеги поддержат. Хотя у нас, например, Артем Медведев, который, как я сказал, занимается поддержкой удмуртской культуры, он считает, что должен быть большой переходный период, потому что не должно быть насилия. Люди должны сами прийти своим умом к тому, что это язык страны, в которой они живут, и это круто знать язык страны, в которой ты живешь. Естественно, что это должно быть преподавание в школах удмуртского языка, и это только пойдет на пользу нашим детям. Плюс это станет реализацией, я считаю, очень справедливой политики государственной. И удмуртский народ, он является, скажем так, государствообразующим, и поэтому абсолютно справедливо, если мы будем знать два языка, будем говорить на двух языках. И, естественно, что нужен какой-то переходный период. Но это другой вопрос. То есть мы должны, возвращая удмуртский язык, а можно сказать, что мы его будем возвращать, потому что сегодня он не используется практически ни в быту, ни в государственных органах, что, конечно, само по себе просто вопиющий факт. Когда, например, бабушка удмуртка приходит я не знаю, в любой государственный орган, она обязана говорить по-русски, потому что ее просто никто не поймет, как правило. И это надо исправлять. Это дико. И здесь нам главное не перегнуть палку, чтобы не было в то же время преследования русских за то, что они говорят по-русски. Да? То есть нам надо, и как бы вот коллеги об этом говорят мои, что мы должны делать это мягко, мы должны не силой принуждать людей это делать, а в первую очередь это должно дойти до сознания людей. Мы должны изменить сознание. Это надо изменять со школьной скамьи. Это нужна большая культурная просветительская работа. И я думаю, после того, как мы пройдем этот этап, Удмуртия станет только сильнее. Спасибо. Мы уже начали говорить про Идель-Урал. Конечно, понятно, что в принципе это же все равно родственные на самом деле республики и язык, тюркский, да, получается. Нет, у нас финно-угорская группа. Да, извиняюсь, финно-угорский. Но все равно тем не менее, мы родственники все равно, потому что мы находимся в одном регионе, у нас есть некая общность, даже если визуально посмотреть на национальные костюмы, на элементы одежды. То есть это абсолютно справедливо. Угу. Просто мне кажется, это само по себе понятно, что вот такой проект, как Идель-Урал, он будет и экономическим, и научным, и культурным. А как вы относитесь к оборонному, к военному союзу? Потому что могут у оставшейся, как бы сказать, России возникнуть мысли о собирании земель русских. Вот что вы по этому поводу думаете? Первое. Удмуртия, как и все остальные перечисленные республики, никогда не станет свободной и независимой, если в Москве сохранится авторитарный режим. Опыт Чечни показал нам, что одна республика, она не может противостоять империи. Соответственно, мы не сможем обрести независимость, пока Москва удерживает нас силой. И в этой связи здесь нужно четко понимать, что на первом этапе, на этапе обретения независимости, мы, по моим прогнозам, будем иметь дело с демократическими режимами и в Москве, и в других регионах. И то, за что я выступаю, это
создание множества государств. То есть не то, что там вот 12-13 республик и остальная Россия. Чтобы у нас было не меньше 80 государств свободных, демократических. И по этому принципу, по территориальному, если Россия разделится, а возможно это только при поражении путинского режима и при поддержке международных сил, в том числе и вооруженных сил, и экономической, конечно, и политической поддержки, то нам просто воевать не с кем будет. Потому что демократии с демократиями не воюют. И именно это то, к чему мы будем стремиться. Естественно, что нельзя исключать и каких-то сценариев, когда на какой-то территории будет возврат к диктатуре, и что потенциально, конечно, станет источником военной опасности, опасности для нашей обороны. Но в то же время я против того, моя личная точка зрения, я против того, чтобы Удмуртия шла по пути милитаризации, гонки вооружений и так далее, и так далее. Хотя у Удмуртии есть, например, для этого все необходимое. Огромный оборонно-промышленный комплекс. И здесь я бы предложил коллегам, и вообще такую стратегию, чтобы мы постарались максимально идти по пути очень маленьких вооруженных сил. Потому что это очень дорого. Это не спасает при серьезных конфликтах. Не спасает. И это, как сказать, ружье, которое висит на стене и которое рано или поздно выстрелит. Здесь мне больше нравится опыт, например, там, я не знаю, каких-то государств типа Швейцарии, где есть гвардия, где люди по желанию в удобное для них время сами выбирают срок и проходят военные сборы. И таким образом все население мужское, оно обучено и, значит, обороноспособное, боеспособное. Но в то же время нету больших вооруженных сил, на которые надо постоянно тратить миллиарды средств. Может быть, пойти по пути привлечения каких-то оборонных союзов типа НАТО на своей территории, создания баз. То есть, в первую очередь, мне кажется, нам надо заботиться об экономике и об уровне жизни людей. И те деньги, которые, например, Удмуртия может получить от вот этого раздела, да, и от тех перспектив экономических, которые откроются перед нами после независимости, вкладываться в экономику. И в мире есть множество успешных примеров, когда страны, не обладающие никакими вооруженными силами, либо вкладывающие в это мизерные доли своего бюджета, они прекрасно живут, они успешны, они на самом высоком уровне в экономическом развитии и абсолютно не испытывают никаких комплексов и проблем из-за того, что у них нет огромной армии. То есть я думаю, что нам надо идти по такому пути, если говорить про Удмуртию. Тем не менее, какие-то договоренности в области оборонной политики, военного сотрудничества, конечно, они обязательно должны быть между нашими странами. Это 100%. Спасибо большое. И следующий вопрос хотел у вас узнать. Это инфильтрация элит. Каждый из наших оккупированных народов был инфильтрован. И сейчас все нынешние элиты, которые отправляют собственное население на войну, они все служат Кремлю. Вот что вы думаете в будущем о люстрации и также вопрос о природных ресурсах? Потому что сейчас они нашим народам не принадлежат. Это два разных вопроса абсолютно. Первое, значит, по элитам. Сегодня в Удмуртии, и как и в других, кстати, регионах, во многих, полностью уничтожена, по сути, местная элита. Как я уже говорил, нам прислали москвича, он привез своих москвичей,
А потом они все, как слово-то выбрать, опозорились, расписались в полной собственной профнепригодности, непрофессионализме. Плюс у них никакой мотивации нет какую-то Удмуртию, там что-то с ней делать. То есть они приехали поворовать, и кто-то сидит в тюрьме. Кто-то успешно просто скрылся с места преступления. И сегодня элита в Удмуртии формируется по такому принципу, что это должны быть какие-то мелкие технические люди, которые просто будут четко выполнять вот эти приказы московского наместника. Та элита, которая в Удмуртии была в 90-х годах, она вся ушла из власти. Ну, 95% ушли из власти, просто ушли. И они сегодня со стороны смотрят на это, на все. Да, конечно, и плюс еще идет смена поколений. Те, кто... Тут надо разделить на два момента. То есть первое, это военные преступники. Те, кто непосредственно заставлял людей идти на войну в Украину. Те, кто обманом это делал, те, кто просто это делал по должности. То есть эти люди в зависимости от совершенных деяний должны предстать перед судом и получить заслуженное наказание. Это первое. Ну, я, конечно, уже не говорю про тех военных преступников, кто непосредственно участие принимал в войне с Украиной. Вторая часть – это пособники режима. Те, кто голосовали за вот это, те, кто там оказывали какую-то помощь. В отношении таких людей, конечно, нужна иллюстрация. Мы все сами видели, что произошло в России после того, как распался СССР, и после того, как те же элиты сохранились, и в России не была проведена иллюстрация. Мы сейчас расхлебываем, по сути, те последствия той ошибки. Если бы в начале 90-х прошла иллюстрация, то сегодня Удмуртия была бы независимой, Татарстан был бы независимый. Не было бы никакой войны в Чеченской республике Ичкерия. Ни первой, ни второй. А если бы не было, если бы вот эти процессы шли дальше, то не было бы и войны в Украине. Но поскольку иллюстрация не была проведена, у власти остались те же люди, которые были при СССР. Соответственно, они воспроизводили ту же имперскую модель тоталитарного государства. То есть рано или поздно идет всегда возвращение к этому. Соответственно, здесь необходимо это нам учесть просто, и все. И иллюстрация абсолютно необходима. Это что касается элит. Что касается экономики, недр, ну, в частности, недр. В Удмуртии есть нефть, есть леса, есть торф, есть ну, в гораздо меньших количествах другие полезные ископаемые. Здесь возможно несколько вариантов. Ну, безусловно, база – это то, что эти ресурсы должны вернуться в собственность республики, и республика должна быть единственным выгодополучателем. Как это будет происходить, по какому сценарию? Либо это будет какой-то сценарий ближе к американскому, когда государство сохраняет за собой контроль, но отдает частным компаниям разработку недр. Либо это норвежский сценарий, где государство практически полностью контролирует весь топливно-энергетический сектор, и газ, и нефть. И создан фонд благосостояния, и каждый норвежец, ну, как бы, этот фонд благосостояния работает на народ Норвегии. Как это будет, я пока не знаю. И это будут решать, естественно, уполномоченные, законно избранные, демократическим путем избранные органы независимой Удмуртии. Одно мне, например, сегодня понятно точно, что первое, должна быть проведена национализация. То есть четко в государственную казну Удмуртии, независимого государства, должны быть переданы все эти, значит, активы. Второе.
если будет решено проводить приватизацию, то приватизация должна проводиться строго без участия кого-либо из жителей Удмуртии. То есть, поскольку у нас нет традиций, значит, борьбы с коррупцией, все-таки надо признать, что традиции построссийские, постсоветские – это достаточно порочная практика. И мы видели, что в 1992 году произошло, когда вся собственность просто за копейки стала частной. И мы понимаем, что сегодня это может повториться легко. Поэтому я, например, буду ратовать за то, чтобы приватизацией занимались только иностранные, известные, с мировым именем инвестиционные банки, инвестиционные фонды, которые проведут жесткий аудит по всем международным стандартам, что есть у республики, собственно, собственности. И потом найдут покупателя по самой-самой высокой цене. Чтобы Удмуртия, например, за пакет акций, который сегодня есть в Удмуртии, в нефтяной компании Удмуртнефть, крупнейшая нефтяная компания, чтобы она получила не 10 миллионов евро. И кто-то будет рассказывать, что ну, а больше не дали, да, и ну, как бы все развалено, вот, и мы только вот за 10 миллионов можем продать. А миллиард евро, например, реальную цену тем, значит, скважинам, тем разработанным недрам, которые уже есть, той системе транзита и так далее. То есть недра должны работать на людей, естественно, но главная задача, то есть не просто говорить, я за все хорошее против всего плохого, да, все так говорят. Самое главное разработать механизм, при котором бы у нас их не украли. Если у нас будет независимая республика, то у нас Москва уже не украдет, это огромный плюс. Но надо, чтобы и не пришли люди, которые бы хотели украсть это уже в республике. По сговору там с элитами, с какими-то другими там акционерами. Например, Удмуртнефть наполовину принадлежит Синопек, китайской компании. И в то же время, вот это пример, да, что мы должны гарантировать права иностранных инвесторов. Потому что, отобрав, допустим, у китайцев эту часть Удмуртнефти, мы, конечно, выиграем, да, но мы проиграем намного больше. Потому что если люди увидят, если иностранные инвесторы, международные инвесторы увидят, что мы соблюдаем и гарантируем права, значит, иностранных инвесторов, то Удмуртия может привлечь огромное количество инвестиций. И это нам намного выгоднее. То есть вот подход такой, что, во-первых, создать систему прозрачную, открытую, при которой невозможно будет украсть, даже если это захотят те люди, кто будет у власти. И второе, чтобы вырученные деньги, они пошли на улучшение жизни людей, а не на войну, не на гонку вооружений, на роскошь власти и так далее, и так далее. Спасибо большое. Хотел узнать у вас также, ну, у вас республика тоже богата природными ресурсами, и вот помимо продажи природных ресурсов, что, ну, к сожалению, по истории мы знаем, что приводит часто к автократии, как вы планируете развивать экономику? Какие еще виды вы видите, представляете? Как вы думаете это делать? Да, это очень важный вопрос, потому что кажется, что у тебя есть нефть, и все проблемы экономики решены. На самом деле, любая природная рента, она несет в себе ловушку, потому что это всегда очень маленькая маржа. И намного выгоднее создавать некие продукты с высокой маржой, но для этого требуется переработка и добавление добавочной стоимости. Оно возможно только при создании высокотехнологичных продуктов. И в этом плане Удмуртия обладает, наверное, даже более
серьезным потенциалом, чем нефть. У нас огромное количество предприятий, где используются высокие технологии. У нас огромное количество людей с техническим образованием. У нас очень хорошая школа техническая, где дают техническое образование. И в этом плане Удмуртия обладает огромным потенциалом для того, чтобы выйти на мировой рынок и предложить какой-то конкурентоспособный продукт. И, наверное, наша задача и задача тех людей, кто будет во власти в независимой Удмуртии, в первую очередь использовать этот потенциал. Может быть, и в первую очередь надо будет заниматься диверсификацией, уходить от акцента на оборонно-промышленный комплекс к созданию новых инновационных продуктов. И здесь даже это заключается не в том, что надо там кому-то дать задание, чтобы это делали, и, как сказать, организовывать это, а просто дать людям свободу, создать необходимые условия, например, там, освобождение от налогов, например, для всех стартапов, или какие-то еще другие меры стимулирования. И наши люди сами все придумают, сами все сделают. Естественно, что нужны будут какие-то флагманские проекты. То есть вот те деньги, которые мы получим от вернув свою собственность, а мы знаем, что сегодня 80% это государственная собственность Российской Федерации. И с крушением путинского режима, с банкротством этого государства террористического, эта вся собственность станет ничейной, по сути. И, естественно, что Удмуртия будет претендовать, в смысле, не будет претендовать, а станет собственником всех этих предприятий. И сможет, она сможет получить от этого выгоду, но самое главное, сделать так, чтобы эти предприятия продолжили работать. И здесь нужна стратегия суверенной экономики, экономического развития и делать упор не только на природных ресурсах, но в первую очередь вот на развитии вот этого промышленного комплекса, на развитии инноваций. И я, например, с оптимизмом смотрю, потому что противники распада России, противники независимости республик, они часто говорят только о минусах, что вы там все передеретесь между собой, начнутся войны, вы там глупые, вы не знаете, что надо делать, мы вам из Москвы можем научить. И так далее, и так далее. То есть рисуют всякие страшилки. Но никто не говорит о тех плюсах, которые получат регионы, республики, новые государства от отделения от России. То есть эти новые страны, они же станут участниками мирового рынка. Это свободная торговля, это возможность привлечения международных инвестиций, это возможность, по сути, стать частью вот этой мировой экономической системы без всяких посредников в виде Москвы, которая все сливки себе забирала. Вот. И я думаю, что в этом плане Удмуртия станет таким конкурентоспособным участником мирового рынка. У нас все для этого есть. Все, спасибо большое. И в завершении нашего разговора хотел такой вопрос вам задать. Сейчас, как и в 90-х годах, в начале их, безусловно, существует окно возможностей для независимости наших республик. И вот как вы считаете, какие действия РФ могут приведут массы в наших республиках к пониманию, что необходима независимость? Просто, если я сужу по Бурятии, по нашей, то, к сожалению, пока, наверное, наша недоработка, я не знаю, пока малый процент, наверное, вообще задумывается об этом, может быть, знает о том, что мы там ведем такие эфиры, разговариваем об этом. Вот какое ваше мнение? У меня еще почему-то, знаете, я почему увидел вас на телеканале iNews,
и решил тоже с вами как-нибудь выйти в эфир, и вот сейчас удалось. Я так прикинул, что как будто бы у вас в Удмуртии, в Татарстане, как будто бы с этим работа такая более эффективная, что ли, и более как-то на профессиональном уровне поставлена. Вот такой вот у меня какой-то вопрос в целом, в общем. Если коротко о том, вот что должна делать дальше Российская Федерация, чтобы все наши народы задумались о независимости, и вот как бы вы оценили, наверное, помимо Удмуртии, какой уровень вообще вот этих вот движений за независимость, наверное, так. Смотрите, во-первых, Российская Федерация, путинский режим делают все возможное для того, чтобы наши республики стали независимыми. Они грабят нас, они убивают нас, они лишают будущего нас. Только человек либо с какими-то ментальными проблемами, либо корыстно заинтересованный может в этой ситуации быть против независимости. Но ему нужно нарисовать образ будущего. То есть это мы с вами должны нарисовать образ будущего. Потому что многие люди, у них в силу разных объективных причин тоннельное мышление. Они видят только один вариант развития событий. Это, как я сказал, по многим причинам происходит. У кого-то образования не хватает, кто-то не задумывался об этом, и его опыт не позволяет ему прийти самостоятельно к таким выводам. И нам просто надо показать привлекательный образ будущего. То есть нам надо не показать, что мы будем, я не знаю, заниматься расовой сегрегацией, мы будем заниматься насилием, мы будем воевать, мы будем, там вокруг нас все враги, мы обороняться должны, мы там выгоним, я не знаю, всех русских, например, и так далее, да. Ну, для подавляющего большинства населения наших республик это не привлекательный образ будущего. О чем люди думают? Они думают о том, что я буду завтра есть, во что я сегодня одену ребенка, как я его соберу в школу, и какое будущее его ждет. То есть люди думают об удовлетворении своих потребностей, о своем будущем, о своих детях. Это, если брать пирамиду Маслоу, это базовые потребности. И дальше идет следующий уровень потребностей. И мы должны людям показать, что вы сможете жить полноценной жизнью, вы сможете планировать что-то, вы сможете достигать чего-то. Ваши дети будут иметь перспективу только тогда, когда наши регионы перестанут быть придатком Москвы, когда Москва забирает все у нас, выкачивает все. А когда, например, Ижевск станет центром Удмуртии, столицей Удмуртии, станет столицей экономической, политической, культурной, и когда научной, и когда все будет решаться в Ижевске, когда вы сможете здесь и сейчас удовлетворить все свои потребности, вы сможете в Удмуртии, в Ижевске, значит, реализовать свои мечты. И что для этого нужно? Для этого нужно просто освободиться от Москвы, освободиться от зависимости, от грабежа. Вас никто не будет посылать за несколько тысяч километров убивать людей, которые вам ничего плохого не сделали. Украина не нападала на наши, ни на кого. И на вашу республику, и на нашу, и на Белгородскую область. Украина никогда не нападала. Украинцы ничего не делали плохого нам.
А, зачем удмуртам идти, ну, жителям Удмуртии, зачем идти убивать украинцев? И люди это прекрасно понимают. И мы должны просто донести до них вот этот образ будущего и показать им, что вы сами будете хозяева на своей земле, вы сможете удовлетворить все свои потребности, вы сможете реализовать все свои планы, и вас никто не будет заставлять делать то, идти на преступления, переступать через себя и делать то, что вы не хотите. И это просто надо вести разъяснительную работу. Я абсолютно убежден, что когда у нас появится возможность беспрепятственно до каждого жителя Удмуртии донести вот этот образ будущего, который мы сегодня только начали создавать, то ни один человек не скажет: я против. Я хочу, чтобы мой сын пошел воевать за 3-9 земель и погибнуть там, непонятно за что. Я хочу 80% наших доходов отдавать Москве. Я хочу, чтобы прислали очередного московского придурка, который будет нами управлять. Но ни один нормальный человек так не скажет. Ни у вас, ни у нас. Нам просто надо это объяснять. То есть, если резюмировать и отвечать на ваш вопрос. Москва делает все необходимое, чтобы мы отделились. Мы сами не дорабатываем. Мы сами не дорабатываем и по где-то субъективные причины, где-то объективные. Но ничего не потеряно, руки нельзя опускать, все только начинается, и нам надо просто усиливать то, что мы делаем, и стараться достичь максимального результата. Вот и все. Спасибо большое, Сергей. Я вообще очень благодарен, что вы сегодня нашли время, вышли со мной в эфир, поговорили. Думаю, для наших бурятских зрителей, ну и в целом тут разные зрители, очень много ботов, как вы видите, пишут всякую ерунду. Я поэтому вам и скинул ссылку попозже, потому что они начинают там какие-то атаки делать или еще что-то, ну, чтобы меньше было проблем, я вот прямо непосредственно перед эфиром и скинул. Ну, я надеюсь, мне знаете, что у вас понравилось в вашем движении, что у вас как-то это на каком-то совершенно другом уровне, потому что, ну, вот вы такие большие мероприятия проводите, людей вовлекаете, я просто смотрю и, ну, по-моему, даже примеров, честно говоря, не видел, да. Ну, может быть, конечно, только Ичкерия, но там тоже совершенно другой уровень. Поэтому спасибо большое за беседу. Надеюсь, мы будем периодически с вами встречаться в эфире, обсуждать какие-то вещи, следить за движениями. Мы будем у вас перенимать как бы опыт вашего движения. Вот на вот этой вот ноте хотел сегодня закончить. Еще раз спасибо большое. Я тоже хотел сказать вам большое спасибо за приглашение. Большое спасибо, что вы неравнодушный человек, и я знаю из Бурятии людей, которые придерживаются таких же взглядов. И я желаю вам успехов и желаю Бурятии процветания, независимости, свободы. И то, что боты присутствуют, это очень хорошо. Это говорит о том, что даже такой вот небольшой эфир, он вызывает сильнейшую изжогу у путинского режима. И это происходит не просто так. Потому что он понимает, что мы делаем ему больно. Мы с вами это, может быть, не осознаем. Но вот по таким и по другим некоторым моментам мы видим, режиму больно. А если больно, значит, это место болит. А если болит, значит, рано или поздно там произойдет какой-то прорыв, либо какие-то другие негативные последствия. И вот мы с вами должны делать все, чтобы болело еще сильнее, и чтобы эти негативные последствия для путинского режима произошли как можно скорее. Вам еще раз большое спасибо. Я всегда рад с вами пообщаться, спасибо. ответить на ваши вопросы. Ну ладно, спасибо большое. На сегодня мы закончим. Зену тут Дахину затра. До свидания.
До свидания.